Oggi parliamo di un argomento molto interessante anche se... Сегодня мы поговорим на очень интересную тему, которую иногда упускают из виду – отделку поверхности. У нас есть Пьетро Спакатта. Мы разделим эту панель на 4 части, так как мы хотели бы рассказать вам о 4 разных техниках. Я хочу устроить живой показ, потому что намного проще и важнее увидеть реальные действия, чем просто прочитать об этом. Итак, мы начнем с нанесения чера, а потом я покажу вам шаг за шагом технику работы с ветро и ветро-опако, совершенно новым материалом. Сейчас мы увидим различные способы нанесения и их результат. Performance. Так, давайте начнем с чера. Вам нужно нанести совсем немного. Это полностью натуральный продукт. С ним поверхность будет дышащей и водоотталкивающей. Вам нужно совсем немного материала, иначе вы совершите распространенную ошибку. Если вы нанесете слишком много, образуются дыры и светлые пятна, что не очень хорошо. Пожалуйста, Андреа, покажи нам. Как всегда, Истинто все впитал. Вам не понадобится много материала, чтобы достичь желаемого эффекта. Так, стена уже сама по себе гладкая, и если просто нанести чера, поверхность будет глянцевой. Теперь мы используем ткань, чтобы все отполировать. Теперь мы можем увидеть разницу между тем, когда чера есть и когда нет. Одна поверхность глянцевая, а другая матовая. Позднее мы увидим, как такой результат отличается от ветро. А теперь давайте нанесем ветро-опако, нашу инновацию. По многочисленным просьбам, вот ветро-опако, который позволяет сделать поверхность крайне водоотталкивающей. Он подходит как для кухни, так и для душа. Этот материал наносится в неразведенном состоянии губкой. Нам нужно обильно нанести этот материал, так как, в отличие от чера, с ним могут возникнуть проблемы, если его слишком много натирать. В этом случае в него проникают пузырьки воздуха, он превращается в эмульсию и белеет. Таким образом, его нужно распределить ровно и обильно, не натирая. Prodotto di distribuirlo in modo uniforme e abbondante, senza strofinare. Мы нанесли только один слой. Нам понадобится 2 слоя для кухни или душа, чтобы стена была полностью защищена от воды. Теперь мы нанесем ветро Лючидо, чтобы увидеть разницу. Как я упоминал ранее, полезный совет по применению ветра – наносить его обильно, но не тереть, чтобы он не превратился в эмульсию, поскольку воздух проникает в слои материала при натирании, и из-за этого появляются некрасивые белые пятна. Те белые пятна, которые мы видим прямо сейчас, полностью исчезнут после высыхания, и мы добьемся зеркального результата. Quando sarà asciutto scompariranno completamente e resterà questa sensazione di vetro. Ecco, passata una notte, la prima... Итак, прошла одна ночь. Первый слой полностью высох. Давайте кратко перечислим все материалы.
Istinta Naturale, Cera del Vecchio, Vetro Opaco и Vetro Lucido. Очевидно, что если нам придется работать с душевой кабиной, мы используем большое количество защитного материала, поэтому мы нанесем еще один слой ветро, и опако, и лючидо, чтобы заполнить все дырочки и убедиться, что жидкость не впитывается в стену ни на одном участке. Теперь мы продолжим, используя малярную кисть, потому что нам нужно проработать все детали. Pennello proprio perché dobbiamo cercare di entrare dentro nel dettaglio. Это Vetro Lucido. Мы используем малярную кисть, которая создана для работы со смолами, так что линии нанесения не будут видны. Мы окончили эксперимент, и у нас получилось 4 различных результата конечной отделки. Тут ничего. Тут мы нанесли 2 слоя чера. Тут 2 слоя Vetro Opaco, совершенно нового продукта. А тут внизу 2 слоя Vetro Lucido. Эти защитные материалы подходят всем нашим продуктам на основе извести, таким как Spirito Libero и в данном случае Istinto. Итак, у нас предоставлены 4 результата различных отделочных техник. Здесь поверхность полностью дышит. Здесь она полностью водоотталкивающая благодаря Cera del Vecchio. Totalmente idrorepellente, ma ancora traspira, l'aria e l'acqua passano. E qui abbiamo invece... Тут у нас Vetro Opaco и Vetro Lucido, которые подходят для отделки ванных комнат и кухонь и полностью защищают поверхность от воды. Представьте душевую кабину. Мы нанесем 2 слоя этого материала для защиты, и ее можно будет безопасно использовать много лет, потому что вода не будет проникать внутрь стены. La calce, perché tutta questa attenzione sulla calce? Perché è un prodotto Почему мы уделяем так много внимания извести? Потому что это полностью натуральный продукт, очень воздухопроницаемый. Технические характеристики известны и так, но то, что мы демонстрируем, больше, чем просто описание на бумаге, ведь вы можете своими глазами убедиться в настоящей ценности этого материала. Теперь я распылю воду на Istinto, и вы увидите, что она мгновенно впитается. Как видите, Istinto впитывает воду. Istinto assorbe. Cosa succede con la cera? Perché Istinto ha questa magia, il prodotto alla calce ha questa magia. Posso cambiare le performance in base alla finitura. А что случится с чера? Мы видим, что чера отталкивает воду. Она скатывается вниз, впитываясь совсем немного, поскольку чера позволяет поверхности дышать. Qualche punto perché ancora mantiene questa traspirabilità. Andiamo invece. А теперь давайте посмотрим, что случится с Vetro. Как Opaco, так и Lucido. Вода просто скатывается, она не впитывается. Этот материал обладает превосходными свойствами. Я хочу показать вам еще кое-что. Как видите, здесь вода все равно немного впиталась. Поэтому, работая с душевой кабиной или поверхностью за раковиной, нам придется нанести ветру еще раз, чтобы заполнить все эти микротрещинки. Тогда стена станет полностью водонепроницаемой. Dovremo occuparci di andare a ripassare vetro, a chiudere tutti questi queste piccole micro fessure in modo di avere una parete completamente impermeabile e poter dare così una possibile variazione di finitura per... Теперь все, что вам остается, это хорошо провести время, работая с кухней или ванной комнатой. E divertirsi con bagni e cucina.